В Нурлат в очередной раз пришел Новый год, но в этот раз в сказке. Волшебный Дед Мороз, грозная мачеха и умница дочь. Вчера артисты Мензелинского государственного татарского драматического театра представили на суд жюри сказку «Морозко». А ну, выходи, Иван Добромолодец, богатырь земли русской, а не то, как бабахну. Троих родных братьев и сестру Зиннуровых в Мензелинском театре в шутку называют Змеем Горынычем. Они всегда вместе и играют в одних и тех же спектаклях. Вот и в этот раз, прямо перед выходом к своему зрителю, они быстро проверили друг у друга целостность грима и комплектность костюмов. Мы с моими братьями Зиннуровым Раушаном и Зиннуровым Рустамом работаем в Мензелинском театре. Нам всегда дают втроем роли, мы друг другу помогаем, мы радуемся нашим достижениям. То, что не получается, мы всегда друг другу говорим и все обсуждаем вместе. В зале нет свободных мест. Каждый юный зритель с нетерпением ждет мгновения начала сказки. И вот, занавес открыт, и друг за другом на сцену с поразительно красивыми декорациями выходят сказочные герои. Идея сценической постановки, хорошо знакомой детям сказки «Морозко» на русском языке, пришла в голову артистам Мензелинского государственного татарского драматического театра, работающего на татарском языке, неспроста. Мы татарский театр, государственный татарский театр, но мы каждый год на Новый год готовим спектакли на русском языке. У нас уж цель, чтобы все дети понимали, что мы играем, и чтобы они тянулись к искусству. Дети с удовольствием ходят. Может, думаем, хоть как воспитывай, но чтобы было эстетично, чтобы было красиво и чтобы было всем понятно. Раз это сказка, то она не может обойтись без положительных и отрицательных героев. Грозная старуха, ревнующая к приемной дочери деда, и лентяйка-дочь сварливой бабушки. Лукавая баба-яга, испугавшая бедную Настю, когда она отправилась в лес за хворостом, и ее злые товарищи. Сидящие в зале дети с таким вниманием смотрели действия театра, что сами, того не ощущая, окунулись в мир сказки. Эта сказка мне очень понравилась. Она очень интересная. Там красиво поют и танцуют. И декорации очень красивые. Когда мы смотрели эту сказку, за артистов и переживали, и радовались. Мне очень понравилось. Мы сказку «Морозко» читали и в школе, но нам охота было посмотреть, как играют артисты. Мне очень понравилось. Особенно Настенька. Она очень хорошая, добрая девочка. А Дуня, она слишком ленивая. И мне не очень понравилась. Счастливое завершение сказки, богатые на чудеса и удивительные события, наверняка пробудили радостные чувства не только у учеников, но и у людей постарше. Счастливые глаза детей – это самая большая оценка работе артистов театра. А не ходите в лес, воспитанные дети.